когда он уже на Халк Маслахате избрал себя пожизненным президентом, мы с Шейх Мурадом, а он тогда уже был послом в Китае, сказали, ну все, уже чаша наполнилась, надо принимать какие-то меры. И сначала он ушел в оппозицию, буквально следом потом я ушел в оппозицию, так как когда я уходил, подавал заявление о том, что я ухожу в отставку, это заявление отправил Ниязову, один экземпляр взял и пошел в МИД Турции, дал им и сказал, что я не согласен ни внешней, ни внутренней политикой Ниязова. Вот, в связи с этим я ухожу в оппозицию. Ну, там я описал еще даже те отрицательные моменты, которые Ниязов делал на туркмено-турецкие отношения, влиял отрицательно. Я сказал, все это невыносимо было, все его действия. Я в связи с этим подаю в отставку, потом в оппозицию. Ну, для турков это был шок. Впервые в истории турецкой дипломатии, чтобы какой-нибудь посол ушел в оппозицию. Все вот эти вот, по-другому я не могу назвать, выходки Ниязова, как, например, закрытие Академии наук, закрытие цирка, там, при выдаче замуж должны 50 тысяч долларов на счету у жениха. Я имею в виду замуж за зарубежного этого самого человека. Вот, ну, вот эти все моменты, бывают приемы, послы других стран встречаются же. Некоторые на прием к тебе приходят, или ты кому-то на прием идешь, и задают вот эти вопросы. Ну как это? Как можно, например, Академию наук закрывать? Или там еще реформы такие были дикие, название месяцев менять, там названием имени мать. Они же все это тоже узнают. До них до всех это все доходит информация. И ты понимаешь, ты не знаешь, как это объяснить. Ты там как представитель президента. Ты должен защищать его действия. Ну, вот против совести надо идти и защищать вот эти всякие дикие выходы. Готов, вот земля бы раскрылась и провалился от стыда. В 2000 году умер у меня папа. Когда он уже в предсмертном состоянии был, мне позвонил брат. Это было воскресенье. Что папа очень тяжелый, не знаем, до завтра доживет или нет. В общем, давай полетим. Я говорю, да, я пролечу, но ты найди там, когда Шейх Мурадов был министр, найди Шейх Мурадова и сообщи ему об этом, что я самовольно не пролетал разрешение. Вот. Ну, он Шейх Мурадова нашел и сказал, все согласовано, лети. Конечно, я папу уже живым не застал, но похоронить успел. И когда Ниязов узнал, что я пролетел, он вызвал Шейх Мурадова. Почему Ханамов здесь? Кто ему разрешил? Говорит, я, вот отец умер. В воскресенье было сообщение, я не стал вас беспокоить, потому что выходной. И он на Шейх Мурадова таких полканов спустил, начал его ругать, материть даже. Ну и что умер отец. Ну, видите, вот такая вот ситуация, такой вот человек. Кстати, даже на похороны, когда отцу прилетаешь, кажется, тоже не в его интересах. Вопрос о том, чтобы ликвидировать Ниязова, не стоял. Даже не обсуждался. Наоборот, его сохранить и чтобы потом его судить. Народ, чтобы судил за все его деяния.
за все причиненные народу вреда. Вот была цель. И то, что там преподнесли покушение на Ниязова, сфабрикованное покушение и вылавливание всех участников. У них уже и списки были, кто основные, и всех начали вылавливать, кого сразу, кого через несколько дней, кого через неделю. Ну, в принципе, практически через неделю, кроме Шахмурадова, все были уже, как говорится, арестованы. И вообще инакомыслящих под маркой этого покушения, под маркой этого госпереворота, всех инакомыслящих прятали. Вот так Ниязов расправился со всеми негодными для него людьми. Всех, кто где работал, всех с работы освободили. У меня сестра, она до сих пор живая, она медик, работала вот эта вот больница матери и ребенка. Она доктор наук, член КОР, доктор медицинских наук. Ее освободили с работы, и других родственников. Вот. Братья мои работали. Один брат работал в турецкой фирме, его освободили, другого из другой работы. Мама покойная после ноябрьских событий, когда там начали поливать грязью и родственников, и нас, она не выдержала. В конце января, вот, буквально ноябрь, и в конце января она умерла, покойная, не выдержала сердце ее вот это вот очернение, гонение, унижение. Кроме вот этого ежегодного, который в Варшаве, здесь в Вене ОБСЕ отдельные темы рассматриваются. Допустим, свободные СМИ, или торговля людьми, или демократические выборы. Вот на такие мероприятия участвуем и от Туркменистана, вернее, по Туркменистану всегда говорим те негативы, которые там существуют по данному вопросу.